Добрый вечер, вы смотрите «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Ни для кого не секрет, что наша Якутия огромный регион с большим количеством сельских территорий. Причем в некоторые труднодоступные села и деревни есть доступ только зимой, в другие, наоборот, только летом. О том, как развиваться на местах, заниматься тем, что тебе нравится, и получать от этого самое настоящее удовольствие, мы поговорим с моей сегодняшней гостьей Екатериной Затули-Ветер. Девушка является социальным предпринимателем, экспертом по развитию территорий малых городов и деревень, основателем агентства по развитию малых территорий. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы в первый раз в Якутске, но тут уже несколько дней находитесь. Расскажите, с какой целью приехали, что успели сделать, посмотреть, куда съездить. Да, это, наверное, мой 4-й день сегодня в Якутске, первый раз. Очень рада наконец-то побывать в Якутии, давно хотела. Я приехала на Дуну Фест, это фестиваль местных сообществ, который первый раз организовывается в Якутске. Очень важный фестиваль, было интересно посмотреть вообще на то, как устроены сельские территории, как проходят мероприятия. И теперь смотрю тоже на сам Якутск, на город и езжу немножко за территорию Якутска, посмотреть, что у вас происходит. Но я, насколько понимаю, вы побывали в Горном Улусе, да, в селе Магарас. Да. Вот как оно, ну вот насколько якутская деревня отличается от всех деревень, которые вы видели? Или похоже, чем? Что меня очень приятно удивило, во-первых, вот эта невероятная площадка. Мне сказали, что в каждой деревне якутской есть вот эта огромная площадка, которая летом используется для праздников. Да. Вот, это меня очень удивило. Я не знала о том, что такое есть. И на тех территориях, где я была, в деревнях, такой площадки нет обычно. То есть вот такой прям огромной, где ты на одной стороне стоишь, другую сторону не видно даже, где она заканчивается. Это здорово. Еще меня очень восхитило, как вместе общаются младшее поколение и старшее поколение. Вот эта связь поколений. То есть я видела внуков и бабушек, которые идут вместе за ручку. Они вместе танцуют и под современную музыку, и под этническую музыку. И вместе что-то созидают, что-то создают. То есть вот это вот общение поколений, это очень приятно видеть, потому что обычно отдельно все, да, там старшее поколение друг с другом, младшее друг с другом, а здесь все друг друга понимают, такое ощущение. Вот это приятно. Хотелось бы узнать, как вам удалось это сохранить. Ну, попробуем узнать. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 05 02. Но вот насколько вообще тема этого фестиваля перекликается с вашими проектами? Я знаю, что у вас несколько проектов по развитию как раз малых городов и территорий, да? Вот, насколько попадает вот этот фестиваль в тему? Но фестиваль, он был о местных сообществах, да, о том, чтобы местные сообщества на малых территориях вместе работали над развитием своих деревень. И мы этот инструмент используем очень часто в нашей работе, потому что в одиночку сделать что-то очень сложно. Люди пытаются, выгорают без поддержки. Поэтому вот создание местного сообщества на территории – это принципиальный момент для постоянного развития. Кто-то устал, отдохнул, сообщество продолжает работать над развитием своей территории, кто-то кого-то заменил. То есть это очень важная составляющая, очень важный инструмент для, в первую очередь, малых территорий. В одном из интервью своих вы говорили, что москвич скорее поймет жителей Нью-Йорка, чем жителей деревни Тюковка. Настолько в России огромный разрыв между столицей, мегаполисом, да, и остальной страной. То есть за пределами МКАДа что-то совершенно другое происходит. Не могу не согласиться. А в нашем случае в Якутии тут еще и у нас национальное наследие, да, менталитет другой. Вот как бы было всегда, так будет. И есть такая тонкая грань между прогрессом, совершенствованием и сохранением национальных традиций. И вот очень важно этот баланс не нарушить. Как это сделать? Мы на самом деле этим вопросом задаемся не первый год нашей команды. Это очень важный вопрос. С одной стороны, нельзя просто остаться в прошлом, да, ты не будешь тогда развиваться, ты не будешь востребован. Но и отказаться от своего прошлого и идти в будущее к инновациям тоже неправильный подход.
И у нас сейчас один из проектов, который мы ведем нашей командой, называется «Путь ремесленника». И его главная задача — объединить мастеров, тех, кто владеет традициями, ремеслами своими национальными, с дизайнерами такой самой прогрессивной инновационной профессии. И когда они работают вместе в тандеме, они создают некий продукт, который одновременно имеет содержание традиционное, да, потому что ремесленник в это вкладывается, но с другой стороны форма его очень инновационная, прогрессивная, и она становится востребованной на рынке. По этому пути пошли те страны, которые сделали свое ремесленничество такой большой частью креативной экономики страны. Мы начали изучать опыт этих стран, например, Япония, скандинавские страны, Великобритания. У всех у них невероятная вот эта вот традиции, которые хочется взять себе домой, хочется поставить себе на полку, использовать у себя в интерьере. Почему же у нас этого нет? Нам стало очень горько по этому поводу, потому что традиции невероятные на всей нашей стране, сколько всего интересного каждый народ может внести, но при этом, к сожалению, мы даже сами о своем народе часто не знаем всех традиций. И так как наша жизнь становится современной, то мы даже то, что делают наши ремесленники, редко можем себе купить домой, использовать это, потому что либо оно больше не имеет смысла, либо оно не подходит под наш интерьер, будет просто пылиться, да, какой-то сувенир, к сожалению. Но когда дизайнеры вместе работают, они помогают ремесленникам, с одной стороны, оставить суть, вот этот смысл, нести его дальше, наши традиции, но облечь его в некую современную форму. И вот с такими штуками мы работаем как раз в «Пути ремесленника» в нашем проекте по разным регионам. В Якутии, к сожалению, еще не были. Мы начинали с Бурятии наши проекты, потом перешли в Тюменскую область, Рязанскую. Сейчас у нас активно идет проект в Вологодской области. Но там же присутствует и коммерческая составляющая же, да? То есть вы там же находите покупателей для этих изделий. Дело в том, что когда это изделие становится одновременно современным, то есть у нас у всех есть тяга к своим корням. И если мы можем найти, даже каких-то маленьких вещей, кружку, которая будет современной, но при этом отражать наши традиции, то мы купим ее, а не кружку из Икеи. Но мы покупаем кружку из Икеи, потому что она удобная. Нет, вот тут как раз у нас в Якутии мы очень... Нет такого, да? Нет такого, да. Это здорово. То есть посуда в национальном стиле, там ножи якутские, музыкальные инструменты, хомус, наверное, слышали уже. Да. Вот, это серьги национальные. Меня это восхищает, да, вот я увидела вот эту связь поколений, которые существуют, да, когда вместе работаете и над креативными какими-то вещами. То есть я видела, как вместе разные поколения создают музыку, вместе визажисты работают над одним и тем же, да, каким-то материалом. То есть вот это очень здорово, меня это восхищает. А проект, с которого вы начинали, назывался «Альтуризм», да? Это про такой сельский туризм, про то, как люди вместо того, чтобы ехать за границу, примерно там за меньшие или похожие деньги, едут в деревню и живут там какое-то время деревенской жизнью, да? Такое? Да, они живут вместе с жителями деревни, но при этом они делают вместе с местными жителями что-то очень важное для жителей именно этой территории. Вот там есть такая важная составляющая была в наших туристических поездках. То есть мы сначала, там был длинный процесс, путешествие было уже такой вишенкой на торте. Сначала был длинный процесс по изучению территории самой, чтобы понять, а что на самом деле нужно именно этой территории. Потому что вот я не знаю этого. Вот якутская деревня, летом всегда нужен сенокос, всегда нужна помощь на сенокосе. Это прям всегда нужна помощь на сенокосе. Да. Хорошо. Вот. И вы вокруг этого можете создавать свой туристический продукт, потому что людям будет интересно в этом принять участие. Те, кто сидит на 38-м этаже какого-нибудь небоскреба, работает на крупную компанию, они не знают, что такое сенокос. И поехать и принять в этом участие, не посмотреть, а принять в этом участие, вот это очень ценно. И это может быть очень востребовано. И полезно людям местным тоже. То есть я так понимаю, что желающие были. Этот проект как-то окупался и даже некоторую прибыль приносил. Да. Но именно потому, что то есть мы когда выявляли, что именно нужно каждой территории, и каждая территория разная. Вот не было ни одной повторяющейся территории, потому что все разные, и люди везде разные. И на каждой территории нужно что-то особенное, свое, уникальное. И обычно люди не могут сказать, что это.
То есть вот так на поверхности это не лежит. Обычно люди, когда я спрашиваю, что вам нужно, они говорят, работа, дороги, Детский сад, школа. детский сад, школа, да? Но на самом деле нет, да? То есть глубже лежит что-то другое. И вот докопаться до этого, а что же вам, именно вам нужно, это очень важно, потому что нам же важно, чтобы, когда наши туристы приезжали, местные жители присоединились. А если для местных жителей это не важно, они сказали, что это важно, да, но на самом деле вот в глубине души это не очень важно, то они не присоединятся, и смысла не будет. А смысл наших путешествий был в том, чтобы после наших поездок оставить активное сообщество на территории людей, которые верят в себя, верят в будущее процветание своей территории и будут ее развивать без нас, без чьей-то еще помощи, не будут ждать какого-то дядю, который придет решить все их проблемы. Да? Вот это очень важно. И поэтому это должно быть что-то действительно нужное для этой территории. Но вот это вот путешествие, оно таким толчком своеобразным, наверное, являлось, да? Что вот раз люди заплатили деньги и приехали, чтобы с нами вместе там покосить сено или подоить корову, значит, что-то ценное есть в том, что мы делаем каждый день. Да, именно. Ну, вот развитие в целом, да, невозможно без мотивации самих людей, тут я соглашусь. И в Якутии у нас достаточно много активных сообществ, вот, но вообще вот в целом как замотивировать тем, кому все равно, кто так со скепсисом смотрит, вот как люди включаются, как их... Во-первых, нужно понимать, что всех замотивировать не получится. Но смотрите, если у вас на территории 500 человек проживает в деревне, и из них 5 или 10% замотивируются, то их будет не остановить. Все. Деревня будет процветать точно, потому что вот этот маленький процент, казалось бы, да, он будет рулить всем этим процессом, он будет вкладываться в развитие и дальше влиять на окружающую среду. И люди постепенно либо просто пойдут за теми изменениями, которые случатся, либо тоже станут более активными. Ну, есть такая теория про 1% лидеров, что в любом сообществе есть 1% лидеров. Вот. Но если там 500 человек в деревне, грубо говоря, да, там 5 лидеров вот, смогут реально что-то сделать. Это очень круто. 5 лидеров – это очень круто. А есть те, кто готов идти за лидерами. Если таких еще 10, представляете, 15 человек в деревне из 500 человек, они сделают все. Их уже будет не остановить. Они смогут привлечь ресурсы, они смогут найти какие-то контакты, если компетенций каких-то нет, да, привлечь эти компетенции. 15 человек для деревни в 500 человек – это очень много. Но все это так звучит, что больше подходит для молодежи, для прогрессивных каких-то людей, которые вот там, ну, понимают, что такое развитие, что такое комфортная там, среда, да, и так далее. Вот. А старшее поколение, оно вот насколько готово меняться? Потому что, ну, все-таки я думаю, что это не только у нас, это вообще в целом по России, деревня стареет. Вот. И вот насколько старшее поколение готово меняться, насколько они активно включаются вот в такие проекты? Ну, во-первых, нет прям задачи всех поменять. Это и не получится, и со старшим поколением и не надо. Зачем, да? То есть они уже прожили свою жизнь, у них есть свой опыт, и им сейчас говорить, давайте меняйтесь. Нет, это действительно изменение, развитие, это больше для молодежи. Но важно во все активности эти вовлекать старшее поколение, потому что у них есть этот опыт, у них есть знания традиций, и без них тоже никуда. И мы обязательно всегда вовлекаем в меру того, на что они готовы, на что они способны. Например, рассказать о том быте, который у них был, или что-то еще, да, спеть песни свои традиционные, которые они пели в молодости. Вот это все тоже очень важно, и оно является частью процесса. То есть все, кто населяет даже малую территорию, они могут чем-то вложиться, важно понять, какой ресурс они могут привлечь. И даже там со старшим поколением, мне кажется, довольно понятно, но у нас есть такая проблема по стране тоже алкоголизм. Да, и на малых территориях алкоголиков много. Но, что интересно, для меня тоже было, я думала, что мы ничего не можем с этим сделать. Да? На самом деле это тоже ресурс. Потому что когда у вас субботник, и это про объединение, то эти люди тоже хотят стать частью. И они приходят и присоединяются. У них физическая сила есть, они могут таскать бревна, ветки, расчищать что-то. Да? Они способны на это. И когда у них просыпается вот это желание быть частью чего-то большего, они приходят и присоединяются. И это тоже важно.
Мгм. Я так понимаю, что именно из проекта «Альтуризм», про который мы с вами немножко поговорили, да, вначале родился, потом проект «Заваленка». Вот как это трансформировалось, и Мгм. к чему это привело, и как, в чем цель вообще и суть Да. проекта? Да, мы все с вами помним, в 2020 году случился Коронавирус, который за ним поставил... последовал карантин, и, естественно, вся туристическая деятельность остановилась тут же. Но мы с нашей командой решили не переживать по этому поводу и вернуться к истокам, спросить себя, а зачем мы это делали, зачем были эти путешествия. И для нас это было не ради туризма. То есть нас туризм ради туризма не интересовал совсем, для нас это было ради развития наших деревень, людей в наших деревнях. И поэтому мы задались вопросом, а какие, вот в наших условиях мы сидим все в домах сейчас своих, не можем никуда поехать, пойти, но у нас есть интернет, что мы можем делать на достижение этой цели? И тогда нашей командой мы нагенерили около 20 идей разных проектов, и 3 из них выстрелили, и они до сих пор работают. Один из них не «Заваленка», вот «Путь ремесленника», про который я говорила, еще «День защитника-наличника». Вот давайте про «Незаваленку» и про наличники. Давайте. «Незаваленка» у нас в итоге получился такой проект, в котором 3 подпроекта даже, которые объединяются вот этим единым зонтиком «Незаваленка». В первую очередь это онлайн-курс по развитию малых территорий для всех желающих, у кого есть интернет, кто хочет развивать свою малую Бесплатный? территорию. Платный. Платный, но есть 2 возможности. То есть он, во-первых, очень дешевый, во-вторых, если даже нет возможности заплатить, а многим деревенским жителям нет возможности заплатить даже маленькую сумму, у нас есть возможность для них написать мотивационное письмо нам, а мы рассказываем тем людям, которые могут заплатить, которым важно развитие малых территорий, но они не будут учиться на нашем курсе, что они могут за кого-то другого заплатить. Чтобы люди научились, Чтобы люди и научились, улучшали да, свою да. территорию. И в итоге вот этих всех желающих спонсоров, да, то есть мы не ищем крупных инвесторов никогда, да, то есть это просто обычный человек, который решил за кого-то другого из своего кармана заплатить. И мы их собираем вместе на встречу и зачитываем мотивационные письма. И они говорят, я хочу заплатить вот за этого человека, а другой говорит, а я за этого хочу заплатить. И таким образом платят, как конкретный человек платит за конкретного человека. И мы изначально думали, что это будут москвичи, например, да, потому что, ну вот, так происходит. Но нет, у нас в последний раз, вот когда был 4-й поток, который сейчас заканчивается как раз, за одного человека, например, заплатил учитель деревенской калужской школы. Представляете? То есть даже до такой степени, потому что этому человеку важно, чтобы люди развивали деревни, и он пришел спонсором из своего кармана, заплатил за другого человека из другого региона, чтобы он развивался и получал такое образование. То есть это очень тоже важно. Включать этих людей, им тоже это ценно, да, они сами не пойдут учиться, но у них есть эта возможность и поддержать кого-то конкретного. У них, это может быть, нет важно. времени, нет... Да, ну Но или они понимают, что они не будут этим заниматься, да, но эта ценность у них есть. Они хотят, чтобы наши деревни не умирали, они хотят, чтобы они развивались. И это их возможность тоже подключиться к вот этой миссии. И много таких людей? Их больше, чем мотивационных писем. То есть мы можем прямо сейчас посоветовать жителям наших небольших Да, поселений? пожалуйста, пишите, пожалуйста, да, потому что у нас всегда с этим проблема. У нас больше спонсоров, людей, которые действительно хотят за кого-то другого заплатить, чем мотивационных писем. А этот онлайн-курс, он длинный по времени? Он 3 месяца занимает, длинный, да. 3 месяца? 3 месяца обучения. Мы каждую неделю выдаем некий материал, который за неделю можно пройти в свободном режиме. И раз в неделю есть вебинар со мной, я выхожу на связь, и мы разбираем домашние задания по теме этой недели. А там вот разница во времени как-то у нас. Для нас это актуально, для это очень дальневосточников. актуально, потому что у нас из Приморского края сейчас, например, учатся люди, да, мы на всю страну, и у нас из других стран тоже приходят, то есть у нас часовые пояса начинаются намного раньше, чем Москва еще к тому же. Вот. И мы решаем это таким образом, что одну неделю вечернее время по Москве идет, в другую неделю вечернее время по Приморскому краю идет и так далее. То есть мы варьируем время от недели к неделе, а те, кто не может присутствовать, смотрят в записи. То есть подстроиться под всех невозможно, к сожалению, да, но вот так варьировать время, когда-то утром, когда-то вечером, чтобы любой человек мог подстроиться под удобное время. Только такое мы пока решение нашли. И про наличники. Про наличники. Тоже очень интересная история. Она началась на самом деле до карантина. К нам обратились 2 активные девушки из города Городец Нижегородской области с запросом
в нашем городе выбрасывают наличники. Людям больше не нужны наличники, они реставрируют свои дома, они туда никак... Ставят пластиковые окна и выбрасывают выбрасывают деревянные наличники. Да. И они первое время начали собирать эти наличники, а дальше что? Что с ними делать? Продавать в Москву, в музее, что? Да? Но у них была главная ценность, мы хотим, чтобы наличники, первое, остались у нас в городе, потому что это наша традиция, это наша ценность. А второе, чтобы они вернулись на дома. Вот такую задачку они нам задали, и мы вместе начали работать, и в течение 2 лет мы ставили эксперименты. Разные вещи придумывали, как можно вернуть наличники на дома, как можно вернуть ценность людям, чтобы они вернули себе наличники на дома. И у нас начало получаться, мы увидели результат, что некоторые инструменты работают. И когда, по-моему, 6 домов повесили себе обратно наличники, мы всю эту методологию, которая у нас получилась с нашими ошибками и удачами, мы записали в методичку. Она есть в свободном доступе в интернете. Ее можно, по ней можно пройтись. Скачать. Да, найти, скачать и организовать День защитника-наличника, вот этот праздник у себя в городе. Или у себя в деревне, да, где угодно. Также мы в прошлом году организовывали обучение бесплатное со стажировкой в городе Городец, где они вот прямо на практике увидели, что происходит и как это делается. 10 человек приняли участие, у нас был конкурс отборочный на стажировку, и из них 5 организовали у себя в течение года потом этот праздник. А потом мы узнавали, что другие, кто даже не учился у нас, а просто по скачанной методичке, организовывали тоже этот праздник. То есть мы хотим, чтобы он стал таким нашим по всей стране праздником, федеральным, чтобы в каждом городе можно было праздновать. Там одна из очень интересных вещей, почему он такой, получается, привлекает внимание. Например, мы предлагаем в нашей методичке создавать приют для наличников. Это то место, куда, во-первых, люди, которые все равно выбрасывают наличники, могут его отвезти. Чтобы не выбрасывать, а отвезти. Либо, как минимум, позвонить тем, кто содержит этот приют для наличников, и они чтобы они заберут. увезли. Да. Вот. И потом, когда какая-то семья говорит, мы хотим на свой дом наличники, они устраивают целую такую наличниковую демонстрацию. То есть по городу переносят наличник от приюта к дому. На наличнике при этом висит такая табличка «Я еду домой». И вокруг люди с плакатами. Дети, например, рисовали плакаты. Тут кто что придумывает. Я видела плакат «Наличник лучше, чем жвачка» у какого-то ребенка было. У какого-то взрослого выбросил наличник, обидел котика. То есть какие-то такие смешные истории, играет музыка, и они вот по всему городу демонстрации такой с этим наличником проходят, ведут его обратно. И другие обращают внимание, да, и пытаются узнать, а что это такое, то есть это привлекает много внимания. Для этого движение перекрывается? Или это я думаю, что они там, смотря откуда, куда, то есть там много вопросов. Думаю, можно все это решить, это не так значимо, в зависимости от дороги, по которой нужно пройти. Но если вот в случае альтуризма и не заваленки, я понимаю, как это монетизируется, то вот наличники, это вот чисто у вас такой благотворительный проект или это тоже... Там была разная монетизация. Мы не прям заработали, не обогатились на этом точно, но наш труд был оплачен, но нам приходилось быть очень изобретательными для этого. Например, те наличники, которые поступают в приют, они обычно в плохом состоянии. Их нужно реставрировать. И что мы делаем? Мы, например, делали такую акцию «Усынови наличник». Мы каждый наличник местным жителям говорили, присвойте ему имя знаменитого местного жителя своего какого-то. Вот. И с этим знаменитым именем, названием наличника мы говорили, что ребята, кто готов усыновить этот наличник? Что значит усыновить? Ты платишь за реставрацию, но ты не забираешь себе наличник, ты его не покупаешь. Он остается там на месте, его повесят на какой-то местный дом. Из этой суммы будет оплачены материалы на реставрацию, будет оплачена работа реставратора, и наша работа тоже будет оплачена. И когда мы первый раз придумали эту безумную идею, мы подумали, вряд ли. Да, кто будет усыновлять вообще наличники? 2-3, ладно. Да? И мы попробовали, по-моему, 12 наличников выставили вот таким образом на эту акцию, присвоили ценники им и рассказали, в течение суток все 12 наличников были усыновлены. Все 12.
Это было что-то невероятное совершенно. То есть мы не ожидали такого результата. То есть мы за свою работу, мы были оплачены, плюс мы сделали еще хорошее дело тем, что отреставрировали наличники. И реставраторы тоже, им оплатили тоже их работу. То есть прям все выиграли от этого. А человек знает, что где-то есть его наличник, который он установил. Он может приехать к нему в гости. Это, кстати, развивает туризм. Потому что если это наличник где-то далеко, и у тебя есть там свой наличник, свой родной, да, ты к нему поедешь в гости и будешь его проведывать. И своим друзьям будешь говорить: поедь там, посмотри, там мой наличник висит. Слушайте, но мне вот теперь становится немножко понятно вообще про социальное предпринимательство, потому что благотворительность – это благотворительность, да. Бизнес, который, ну, который only бизнес, это вот, ну, это про бизнес. А тут, получается, вы и полезное дело делаете, и… Именно, да. И свою работу. Да. Поэтому я социальный предприниматель, поэтому мне так запало это в душу, что ты не бедствуешь, ты не ходишь с протянутой рукой просить на благо чего-то, а ты зарабатываешь на том, что ты решаешь социальную проблему. Вот это важно. И если у людей откликается, они будут за это платить. Как и любой продукт, да, любой бизнес. Если ты производишь товар, который людям не нужен, они не будут за него платить. Если ты производишь товар, который людям нужен, они будут за него платить. В социальном бизнесе то же самое. Да? То есть если мы делаем услугу, продукт, который людям востребован, они понимают важность его, они будут за него платить. Но мне всегда казалось, что социальное предпринимательство, оно невозможно без каких-то грантов, субсидий, поддержки государства. Играет это большую роль или как? Мы свой первый грант получили на 6-й год деятельности нашей. То есть первые 6 лет мы жили только как бизнес, только решая социальную проблему. На 6-й год это как раз было, когда мы захотели создать онлайн-курс. Создать онлайн-курс нам не удалось, честно, на него накопить отдельно на создание онлайн-курса, сделать его качественно, это дорогое мероприятие. И в итоге мы на него уже решили получить грант. Это в первый раз, когда мы вообще пошли на какие-то государственные деньги. На онлайн-курс мы получили грант и сделали этот онлайн-курс, и теперь он сам монетизируется дальше. То есть вот основа только капитальные вложения, они были из гранта. Сейчас мы используем грантовую систему время от времени, очень ей благодарны. Например, наш путь ремесленника, он существует либо на региональные деньги от региона, либо на грантовые деньги, потому что сами ремесленники те суммы, которые продукт стоит, не могут заплатить. Он очень дорогой. Поэтому мы идем либо через грант, либо через регион. Катя, а можно личный вопрос? Вот вы же жили в Англии, там получали образование, да? До этого в Петербурге образование получили. И вдруг поехать поднимать провинцию, малые территории, значит, деревни. Сами сейчас в деревне живете, которая 20 домов. Вот. Как вот это, как вы к этому пришли вообще? Это долгий путь, наверное, долгий путь. Но когда я себе задавала вопрос, а что важно для меня, что меня больше всего даже коробит, так скажем, да, что больше всего, несправедливость насчет чего я чувствую больше всего, да, и у каждого же это что-то свое. И для меня это был вот этот момент, я заметила, что когда я в России жила, да, в Москве, например, или там в других городах, когда у меня был отпуск, я ехала за границу. Ну, как все. Потому что отпуск, тебе же хочется оптимистическими какими-то эмоциями зарядиться, да? А если ты выезжаешь куда-то у нас в глубинку, то у меня начиналась депрессия. Мне было так обидно. Такой потенциал, такая культура, такие традиции. И все это рушится, все это в каком-то ужасном состоянии. Мне настолько было обидно за это. И я подумала, нет, нужно это менять. Как можно вообще это менять? Мне это не нравится, я хочу, чтобы было по-другому. И когда я вот придумала этот инструмент с альтуризмом как раз, да, когда через местных жителей, через активных местных жителей мы можем создавать активные сообщества в этих деревнях, малых городах, которые дальше после нас продолжают развивать эти территории, то я посмотрела на нашу страну не через то, что происходит, да, а через этих людей,
которые делают невероятные вещи в каждом регионе, в каждом городе, в каждой деревне. И ты смотришь то, чего они добиваются, какой результат это приносит. И ты понимаешь, что на самом деле мы развиваемся. И все будет хорошо. Надо вкладываться в этих людей еще больше, помогать им развиваться дальше, и они будут развивать нашу страну. И тогда вот для меня это такой стал ответом на мой вопрос. И за границу с тех пор я ездила очень редко. Теперь я путешествую по стране. А что, по-вашему, патриотизм? Патриотизм это любовь к своей стране, к ее развитию. То есть это не компромисс, но именно развитие своей страны. Не то, что зачастую диктует власть, что нужно вот так сделать, например. Да? Для меня следование чьим-то приказам свыше — это не патриотизм. Для меня патриотизм — это развитие территории. Что будет лучше для моей страны? Вот это для меня То есть патриотизм. не просто любить свою страну и гордиться там Чайковским, Пушкиным, условно, и так далее, Это да? лицемерие. А делать что-то... Это делать. Именно делание, да, что-то, что улучшит жизнь в стране для людей. Это самое главное. Да. Расскажите теперь про свою деревню, где 20 домов. Там не 20 домов, там больше домов, но там 25 жителей круглогодично живет, да, то есть тут именно про людей. Это деревня, одна из деревень, куда я вот так поездила со своими поездками. Видимо, для меня было важно найти свое место. И каждый раз, когда я оттуда уезжала, я просто рыдала. Я не могла, вот что-то такое задело меня в этом месте. Я полюбила очень эту деревню. И когда наступил карантин, и я поняла, что я не могу быть в городе, это невозможно больше. И я оставалась, я жила в Москве, придумывая себе оправдание, что мне нужно быть в Москве, потому что отсюда легче ездить в другие страны, здесь клиенты, здесь партнеры, здесь нужно вести бизнес, иначе он не будет развиваться. То есть вот эти все вещи. На самом деле это все неправда, это все отговорки. Прекрасно все получается, я переехала в деревню, со всеми можно вести переговоры онлайн. Спасибо, кстати, карантину, он перенес всех онлайн, теперь без проблем можно созвониться с кем угодно, пообщаться. А если нужно, можно и приехать, в крайнем случае куда-то переехать. Естественно, сейчас поездки куда-то занимают намного дольше у меня. Вместо одного дня, зачастую 2 дня, чтобы добраться через Москву еще куда-то дальше. Но это того стоит. Я выхожу в своем доме на террасу, передо мной поле, лес, река, и мне это очень нравится. А чем занимаются эти жители этой деревни? То есть Старики на пенсии, не работают, у них есть в основном огород, и если они уже сами огородом не занимаются, то их дети приезжают, помогают им заниматься. Есть несколько человек, таких как я, молодежи, которые просто онлайн работают, и, в общем-то, все. А они нормально восприняли вот то, что вы приехали? Вот деревня — это же такая замкнутая экосистема, да, своя там. Тут вот дедушка, бабушка друг друга знают, там вот эти родители вместе там бегали, играли. Вот. А тут вот приезжает там московская ФИФА. Нормально? Ну, во-первых, я не московская ФИФА, начнем с этого. Я вообще родилась в Кабардино-Балкарии, то есть далека от московской ФИФы. Но первое время, вот первое лето, когда я приехала, местные жители начали мне приносить, кто-то клубнику несет, кто-то овощи, фрукты, кто-то еще что-то, что тебе нужно, а пошли вместе там грибы собирать и так далее. То есть прием был очень хороший. То есть я не всех еще знаю, конечно, 25 человек. Да, но тем не менее прием был очень, очень добродушный. Люди, наоборот, постоянно говорят, вот нету людей. То есть когда я иду по улице и сидит какая-то бабушка, я сяду вместе с ней поговорить, для нее же это событие. И что-то интересное произошло. Если бы я не проходила, то, скорее всего, никто бы не прошел в этот день вообще. И они постоянно об этом говорят. То есть, когда ты садишься, спрашиваешь, как у вас дела, там, первое там, о погоде, и потом первое, что они говорят, никого же нет, да. Поэтому для них то, что я приехала, мне кажется, это наоборот целое событие хорошо, такое да. прям.
Да, они не верят, что кто-то еще поедет. Мы пытаемся привлекать, конечно, людей в деревню, уже покупают дома новые жители, но пока строятся, пока не переехали, и поэтому другие жители пока не верят в то, что это возможно. Но я уверена, что население деревни постоянное будет расти. А насколько вот деревня это автономна или она включена вот в общий процесс? Ну вот я к тому, что в мире есть такие поселения, которые вообще автономные, да, достаточно. Вот в деревне Орания в Южной Африке там 2000 человек, которые вообще не связаны с другой стороной. То есть они сами производят еду, электричество и живут себе. Нет, такого нет. Мне кажется, у нас, ну, может быть, какие-то малые коренные народы еще так живут, да, а вот так, по большей части России, конечно, у нас автономии полной деревень нет. Все равно ты связан чем-то. Электричеством, за которое тебе нужно платить, автолавкой, которая к тебе приезжает, куда-то выехать, там, в банке заплатить за что-то и так далее. Все равно, конечно, эта связь есть хотя бы с центром местным районом. Ну и у вас там хороший интернет, потому что у нас есть такие деревни, где интернет. И это, конечно, влияет очень сильно. И мы даже, когда делали наш онлайн-курс, мы думали об этом, да, он же только будет доступен тем, кто может учиться онлайн. Но здесь произошли две вещи. Во-первых, мы поняли, что покрытие интернета уже большое по стране, и уже большое количество людей может начать учиться, а пока мы отучим одних, до тех дойдет интернет. То есть мы для себя решили, что интернет — это не наша задача, которую нам нужно решать, она решается. Мы видим, да, как за последние 10 лет, насколько изменилось покрытие интернетом территорий. Вот, поэтому это будет продолжаться, этот процесс, и просто постепенно он будет увеличиваться. Но у нас на онлайн-курсе были кейсы, когда у нас училась одна женщина, которая говорила, что я приезжаю сюда из деревни, где нет интернета, приезжает раз в неделю в райцентр за интернет, изучает весь материал, ее дома ждет остальная деревня, она приезжает, пересказывает им все, что она узнала. Они вместе делают домашнее задание, она уезжает на следующей неделе в райцентр, опять все изучает и приезжает. И вот так она 3 месяца моталась. То есть если тебе это нужно, ты будешь это делать. Вот что важно, да, то есть если тебе действительно ценны эти знания, если тебе важно их получить, то интернет, не интернет, вообще нет никаких границ у нас возможностей. Ну хорошо, и последний вопрос, очень быстро. Вот урбанизация, она все равно по миру идет, да, и в Якутии тоже люди из сел переезжают в райцентры, в город. Вот как сделать так, чтобы молодежь выбирала деревню как место для жизни? Смотрите, во-первых, процесс урбанизации кое-где уже заканчивается по миру, и он закончится у нас в какой-то момент, и, возможно, быстрее мы пройдем этот этап, чем те, кто начинал его. И следующий этап, он совсем другой. Следующий этап, он уже не про индустриальную экономику в развитии человечества, я имею в виду цивилизации, да, он не про индустриальную экономику, а он про такую так называемую эпоху знаний, где важен не капитал, а важно внимание. То есть вся наша жизнь в постиндустриальную эпоху будет концентрироваться вокруг внимания как главного дефицита, и не капитала. И здесь деревня выигрывает. Но это процесс, до которого еще нужно дойти. То есть нужно пройти эту урбанистическую эпоху, индустриальную эпоху, чтобы перейти в постиндустриальную. То есть это некая такая подготовка. То есть в этом смысле вы немножко живете в будущем и немножко тянете с собой. Да. Успехов вам в вашей работе. Спасибо большое за интервью. Это была программа «Якутия Лайв». Выпуск помогли подготовить коллеги из Центра управления регионом. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.